Добрый вечер. Сегодня тема нашей встречи – это пенсии по-новому. Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя клиентской службы управления Пенсионного фонда России в городе Сыктывкаре Василенко Людмила Васильевна. Все вы знаете, что в октябре 2018 года президент подписал федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий. Это федеральный 350-й закон. У нас уже была встреча по этой теме, но остались еще вопросы от наших читателей и наших центров общественного доступа. Как все это будет происходить? Как раз сегодня нам и расскажет Людмила Васильевна. Здравствуйте. Сегодня, значит, мы поговорим о повышении пенсионного возраста с 2019 года. И вторая тема у нас будет – это установление статуса предпенсионера в целях получения льгот. Значит, федеральным законом 350 ФЗ Федеральным законом 350 ФЗ в октябре прошлого года были внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий. С 2019 года общеустановленный возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 65 лет, для женщин 60 лет. Увеличение пенсионного возраста будет происходить постепенно, до 2028 года. На слайде в таблице указан переходный период по повышению общеустановленного пенсионного возраста. О возрасте выхода на пенсию северян мы поговорим позже. Прошу обратить внимание, значит, что в этом году и в следующем году законом установлен льготный выход на пенсию, то есть на полгода раньше установленного возраста. В связи с этим граждане, достигшие общеустановленного возраста в этом году, выйдут на пенсию женщины по достижении 55 лет с половиной возраста, мужчины 60 с половиной лет. В следующем году возраст выхода на пенсию у женщин будет составлять 56 лет с половиной, для мужчин 61 год с половиной. Так, На следующем слайде представлено пенсионное обеспечение северян. Значит, в отличие от общеустановленного пенсионного возраста, граждане, которые выработали северный стаж, они имеют право выйти на пенсию раньше. Общий возраст для мужчин будет составлять 60 лет, для женщин 55 лет. Под северным стажем у нас понимается, это стаж работы в районах Крайнего Севера и стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Для выхода на досрочную пенсию по старости по северному стажу необходима следующая продолжительность стажа. Это 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. При этом общий страховой стаж для женщин составляет не менее 20 лет, для мужчин не менее 25 лет. Льготы есть только для женщин, имеющих двоих и более детей. Им право выхода на пенсию остается в прежнем возрасте 50 лет и снижены требования по северному стажу. То есть для женщины, у которой двое детей, с северного стажа нужно 17 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, либо 12 лет в районах Крайнего Севера. Сроки выхода на пенсию граждан, которые претендуют на досрочную пенсию по северному стажу, также установлены постепенно, поэтапно. Вот, на слайде, значит, мы видим по году рождения, в каком году будут иметь право на пенсию мужчины и женщины в переходный период. Значит, в этом году
Право на пенсию имеют мужчины, достигшие возраста 55 лет 6 месяцев, которые выработали требуемый северный стаж и общий страховой стаж, и женщины по достижении возраста 50 лет 6 месяцев. В следующем году право на пенсию, кто достигнет пенсионного возраста, у женщин будет 56 лет с половиной, у мужчин 51 год с половиной. Поэтапное повышение пенсионного возраста будет происходить до 2028 года. То есть в 2028 году возраст достигнет установленного законодательством, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, которые выработали северный стаж. И в последующем уже меняться не будет. Но есть особенности установления пенсии северянам. Есть граждане, которые выработали, например, не полный северный стаж, но имеют его не менее половины. Так, например, если северный стаж в местностях, приравненных к крайнему северу, не менее 10 лет, или стаж работы в районах крайнего севера не менее 7 лет 6 месяцев, то возраст выхода на пенсию в зависимости от продолжительности стажа будет происходить тоже поэтапно. За каждый год стажа, который не хватает, на 4 месяца позже будет выход на пенсию. То есть если гражданин, например, имеет право на пенсию 55, претендует 55 лет, но у него не хватает, допустим, 1 года стажа, значит, он выйдет не в 55 лет, а в 55 лет 4 месяца. Особенности, сроки выхода на пенсию медицинских педагогических работников представлены на следующем слайде. Значит, медицинские и педагогические работники, они имеют право на пенсию страховую по старости досрочно, независимо от возраста, а в зависимости от приобретенного требуемого стажа. Так, например, для педагогических работников стаж работы необходим 25 лет. И у них возраст выхода на пенсию будет определяться следующим образом. Выработанный стаж плюс 6 месяцев к выработанному стажу тем, кто выработал стаж в этом году. То есть в 2019 году, если есть выработанный стаж 25 лет, то значит выход на пенсию будет по истечении 6 месяцев. Если стаж будет педагогический или медицинский выработан в следующем году, требуемый, то возраст выхода на пенсию сдвинется на 1,5 года. В 2021 году он сдвинется на 3 года, в 2022 на 4 и с 2023 года и последующие на 5 лет. То есть тоже предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста. В пенсионное законодательство внесены новые основания для назначения пенсии раньше достижения пенсионного возраста. Так, женщинам, которые имеют стаж не менее 37 лет, и мужчины, которые имеют страховой стаж не менее 42 лет, право на пенсию представлено на 2 года раньше установленного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также льготное право выхода на пенсию у нас будет у многодетных матерей. Если у женщины 3 детей, то она выйдет на пенсию на 3 года раньше установленного срока пенсионного. Если 4 детей, то на 4 года раньше. Тоже с учетом переходных положений. Досрочное назначение пенсии безработным гражданам при отсутствии возможности трудоустройства тоже будет установлено на 2 года раньше установленного возраста с учетом переходных положений и по представлению Центра занятости населения. Но, как правило, это работники, которых сократили с работы, либо в случае ликвидации предприятия. В основном те граждане, которые выходят на досрочную страховую пенсию по старости, для них фактически изменения в полном объеме не произведены. То есть много категорий граждан, у которых ничего не поменялось. Так, повышение пенсионного возраста у нас не коснулось нынешних пенсионеров, которые уже получают пенсию. Они как получали, так и продолжают ее получать. Пенсия у них также индексируется с учетом роста инфляции и повышается. Вот. Вторая категория граждан – это женщины, родившие 2 и более детей, и которые имеют необходимый страховой стаж и северный стаж. Для них тоже ничего не поменялось. Они как раньше выходили в 50 лет на пенсию, так и сейчас. По новому законодательству ничего не изменилось, они так и будут выходить в возрасте 50 лет при наличии страхового и северного стажа. Женщины, также льготное пенсионное обеспечение предоставлено женщинам, родивших 5 и более детей, воспитавших их до 8-летнего возраста. Также одному из родителей, либо опекуну инвалидов с детства, воспитавших их до 8 лет.
инвалидам вследствие военной травмы, инвалидам по зрению. Также граждан, которые подверглись радиационным и техногенным катастрофам, в том числе на авариях на Чернобыльской электростанции. Также досрочное обеспечение сохранилось для граждан, которые работают на местах с вредными и тяжелыми условиями труда. Это у нас шахтеры, лесники, работники плавсостава, железнодорожного автомобильного транспорта, спасатели аварийно-спасательных служб и других категорий граждан. Вот, по изменениям в пенсионном законодательстве, как бы по слайдам все рассказала, хочу еще обратить внимание, да, что в основном, конечно, изменения коснулись повышения пенсионного возраста. И хочу обратить внимание, что кроме достижения возраста или выработки стажа, у нас также сохраняется требование по баллам. То есть индивидуальный пенсионный коэффициент, который установлен законодательством, тоже должен быть приобретен гражданином для возможности назначения пенсии. И выработан стаж также в поэтапном. По вопросам пенсионного обеспечения прошу задать вопросы. Потом можно будет следующей теме перейти. Сколько стажа необходимо для выхода на досрочную пенсию за работу на вредном производстве? Так. И как узнать свой стаж, какие документы, да, также необходимо. Значит, право на досрочную страховую пенсию гражданам, которые выработали на вредном производстве, они установлены в статье 30 Федерального закона о страховых пенсиях. Таким образом, необходимый стаж получается для мужчин не менее 10 лет, для женщин не менее 7 лет 6 месяцев, при страховом стаже для мужчин 20 лет, для женщин 15 лет. По поводу, как узнать свой стаж, ну, в принципе, можно запросить выписку из лицевого счета с личного кабинета на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, если имеется учетная запись на портале государственных муниципальных услуг. Либо можно обратиться непосредственно в клиентскую службу по месту жительства управления Пенсионного фонда и запросить выписку состояния индивидуального лицевого счета. В этой выписке у вас будет сведения о сформированных ваших пенсионных правах, которые имеются в управлении Пенсионного фонда и которые были представлены страхователем, в том числе, если есть сведения о льготном стаже работы. Также там будут видны пенсионные баллы, так называемый индивидуальный пенсионный коэффициент пенсионера. Вот. Если каких-то периодов там не будет, в основном это могут быть периоды до регистрации, то сведения можно уточнить свои еще до выхода на пенсию, обратившись в управление Пенсионного фонда и представив вот эти документы. Трудовая книжка, справки о работе. Но первоначально все-таки рекомендуем обратиться с трудовой книжкой, чтобы получить консультацию, какие документы собрать. А потом уже по рекомендации специалиста можно будет представить справки, уточняющие характер работы, или другие документы. А возможно и не понадобится их представление. У нас был заранее задан вопрос. Как подтвердить зарплату для выплаты пенсии, если предприятия больше нет? Во время пожара на предприятии, на котором я работала с 89 по 95 год, сгорели все архивные документы, подтверждающие мой доход. И сейчас при оформлении пенсии возникает вопрос о подтверждении именно дохода. Стаж подтверждения не требует. Самого предприятия уже не существует. Хорошо, значит, по вопросу, да, вот применение при расчете пенсии заработка гражданина, да, здесь при расчете размера пенсии заработок учитывается за 2000-2001 год, да, как правило, эти сведения есть в управлении Пенсионного фонда, и если гражданин в это время работал, и по его заработной плате отношение заработка получается высокое и максимальное, которое может быть применено при назначении пенсии, то дополнительно других документов о заработке искать уже будет не нужно. Если же в 2000-2001 году человек не работал, тогда для назначения пенсии он может представить справку о своей заработной плате за любые 5 лет, подряд это 60 месяцев, и своей трудовой деятельности до 2002 года.
предоставить эти сведения о заработной плате, их тоже оценят. Если отношение заработка будет максимальное, которое можно будет применить при назначении пенсии, то другие сведения не надо будет искать. Что же касается вот вашего вопроса, я правильно поняла, что там больше вообще никаких данных о заработке нет, и у гражданина все-таки есть варианты? Ну вот указаны только вот эти Вот это, да? Но да, дело в том, что вот в отличие от стажа, который в случае утраты документов, в том числе в результате пожара, стихийных бедствий, да, стаж, конечно, можно подтвердить свидетельскими показаниями. А вот что касается заработной платы, то все-таки оно должно быть подтверждено документально. Других способов на сегодняшний день не предусмотрено. У нас еще один вопрос. Я 71 года рождения. В каком возрасте я выйду на пенсию, если я родила одного ребенка, и второй ребенок под опекой? Могу ли я воспользоваться льготой по выходу на пенсию, как мать, родившая 2 и более детей? Значит, льготное право на пенсию предоставляется вот по возрасту в 50 лет для женщин, которые родили либо усыновили. Получается, у них должно быть не меньше 2 детей. Если же у женщины получается 1 ребенок, то право, если в 1971 году она родилась, и есть выработанный северный стаж, будет выработан северный стаж не менее 20 лет, да, вот, то право на пенсию у нее будет, получается, по достижении возраста 53 года в 2024 году, с учетом переходных положений. Так. Можно ли до выхода на пенсию узнать ее размер? Значит, размер пенсии для граждан, которые зарегистрированы на сайте Пенсионного фонда либо на портале государственных услуг, вот, то при входе в личный кабинет свой на сайте Пенсионного фонда, там есть пенсионный калькулятор, который можно ввести свои данные, и будет рассчитан предполагаемый размер пенсии. Но хочу сразу сказать, что вот он больше рассчитан на граждан, которые начали свою трудовую деятельность уже с момента уплаты страховых взносов, то есть 2002 года, поэтому размер пенсии он будет там все равно условный. Вот. А так, к сожалению, не предусмотрено подсчет размера предварительно. Но единственное, что по сбору документов вот на заблаговременную работу за 1 год до предполагаемого выхода на пенсию можно обратиться в управление пенсионного фонда непосредственно, если гражданин не работает, либо через своего работодателя, с которым есть соглашение между пенсионным фондом, и они могут эти сведения представить в электронном виде для оценки документов. Но размер пенсии, конечно, просчитан не будет, но, по крайней мере, будет проведена оценка документов и будут даны рекомендации при необходимости собрать дополнительные документы. Спасибо. Ну и для тех, кто к нам подключился, к нашей трансляции, я призываю задавать свои вопросы в чат, либо можно сказать устно в трансляции. Да, у нас следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, мой год рождения 1974, мужчина. Общий стаж 23 года, из них 13 лет крайний север вахтовым методом и 10 лет район, приравненный к крайнему северу. 16 лет летний стаж по списку номер 2. Могу ли я выйти на пенсию в 50 лет по крайнему северу, проживая на территории, приравненной к крайнему северу? Значит, дело в том, что для граждан, у которых есть одновременная работа, получается, с вредными условиями труда, и при этом у них она еще протекает в районах Крайнего Севера или в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. То есть у них, по сути, если выработаны условия и по вредному стажу, и по северному стажу, то да, они могут выйти на пенсию еще как бы на 5 лет раньше установлено статьей закона, да, но при этом общий стаж все-таки должен быть не менее 25 лет. Но тут вот указано, что мужчина 23 года, но, видимо, он может его все-таки доработать. Поэтому, да, если все условия будут выполнены, то будет, да, выход на пенсию раньше, если действительно, как вот указано. Какой стаж должна иметь многодетная мать для досрочного выхода на пенсию? Понятно. Сейчас, минутку. Многодетная мать не уточнена, да, количество? Значит, женщины, которые родили 4 детей, да, у них 15 лет выхода на пенсию. Получается, 15 лет страхового стажа надо.
Женщинам, родивших 5 и более детей, воспитавших до 8-летнего возраста, да, они будут иметь право в 50 лет, у них тоже страховой стаж должен быть не менее 15 лет. И в этом случае требования по северному стажу не применяются. Ну, а если трое, наверное, по-моему, у нас же трое, да? Если трое детей, тогда предусмотрено снижение возраста, как я вот уже говорила до этого. Получается, по-моему, на 3 года. Сейчас, минуту. Да. Если трое детей, то на 3 года раньше установленного возраста. Если 4 детей, то на 4 года раньше. А 5 детей, там уже 50 лет выходит при наличии 15 лет. Здесь тоже 15 лет стаж требуется. Так, ну мы получили еще вот и другие вопросы. Один из них. Муж прописан в другом регионе, но работает вахтовым методом в районах Крайнего Севера. Будет ли ему в этом случае засчитываться северный стаж? Мгм. Ну, северный стаж работы, он засчитывается вне зависимости от того, где гражданин проживает и зарегистрирован. Самое главное, чтобы у него работа протекала в районах Крайнего Севера, либо в местностях, приравненных к Крайнему Северу. Если мы говорим про периоды работы, которые уже сейчас, то там еще требования. Режим работы должен быть, работа должна быть в режиме полного рабочего дня. Только в этом случае идет стаж. И второе условие, предприятие, на котором вы работаете, должно представлять сведения с уточнением кода территориальных условий именно о том, что работа протекает в районах Крайнего Севера. Мгм. Ну, может, тогда уточните, какие районы приравнены к Крайнему Северу? Или даже, да. Да, ну вот мы проживаем, получается, у нас получается город Сыктывкар, это местность приравненная. Ну, тогда давайте, хорошо, с приравненным более понятно, районы Крайнего Севера. Районы Воркута, Инта, Печора. Ну и при определении территории, в которой протекает работа, мы применяем перечень местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, районов Крайнего Севера, утвержденные постановлением, в котором перечислены все районы и города. Воркута, Инта, Печора, Ижемский район, Устилимский район, Усинск, да, и другие районы, да. Но часто вот бывает даже в средствах массовой информации, мы такой вот вопрос тоже получили, как можно проверить правильность начисления пенсии. Уже назначенные, да? Да, потому что бывают случаи, что вот начинают сравнивать, сколько соседка получала, вроде примерно одинаковые условия. Понятно. Но если как бы сомневаетесь в расчете размера вашей пенсии, то можно записаться на прием в клиентскую службу по месту получения пенсии, да, обратиться и чтобы по пенсионному делу сказали, из каких пенсионных прав она была установлена пенсия, да, либо письменно обратиться с просьбой проверить начисление пенсии. Так, у нас еще вопрос. Какой вид деятельности входит в стаж работы для назначения страховой пенсии? Какой вид деятельности? Ну, конечно, в законодательстве как таковой вид деятельности не обозначен, могу лишь сказать, что какие периоды входят в стаж, да? То есть, да, в страховой стаж включаются периоды работы, выполняющим по трудовому законодательству, да, по трудовой книжке, трудовым договорам, также по договорам гражданско-правового характера. Также предусмотрено включение в стаж иных периодов, это такие как периоды ухода за детьми, периоды ухода за детьми-инвалидами, периоды ухода за гражданами, достигшими возраста 80 лет, либо за гражданами, являющимися инвалидами первой группы. Также в стаж включаются периоды прохождения военной службы по призыву. Вот. И все периоды, да, обозначены в законе о страховых пенсиях. Ну, в основном вот эти, да. Да, можно? Скажите, пожалуйста, если мне начислили пенсию, и я северную, и я собралась выехать из республики, в сторону юга, в каком случае она у меня поменяется или вообще может не поменяться? Да. Дело в том, что да, законом о страховых пенсиях, да, предусмотрено повышение фиксированной выплаты, да, к страховой пенсии, как бы на выбор, которое более выгодно для гражданина, да. То есть если, например,
у гражданина установлена пенсия, и у него недостаточно календарного северного стажа, мы говорим про календарный стаж, да, то его пенсия будет установлена с районным коэффициентом по месту жительства и получения пенсии. То есть если, например, в Сыктывкаре, тогда применяется районный коэффициент 20%. Если же гражданин выработал необходимый общий стаж и имеет необходимый северный стаж календарного исчисления, это для женщин 20 лет, да, то в этом случае уже при назначении пенсии ей установлен уже должен быть повышенный фиксированный базовый размер пенсии, и при выезде за пределы района крайнего севера он сохраняется. Повышенный, то есть получается 20, если у меня не хватает Да. стажу. Да? 20 у меня не хватает стажу. Если у меня хватает стажу, то это коэффициент. Но это не коэффициент, это повышение. Если это за стаж в местности Приамина у нас, Да. то это повышение к фиксированной выплате 30%. 30%. Если это Район крайнего севера, там повышение 50%. Но тут смотрится выработанный стаж. да, Да, я да, поняла. да, да. И когда я выехала, у меня уже ничего не поменяется. Если вы выехали в более теплые регионы, где нету, не северные, да, то да, размер пенсии в этом случае у вас не уменьшится. Вот. Если вы поедете, например, в Воркуту, где высокий районный коэффициент, там пенсия может даже больше стать немножко. Потому что там вот это повышение. слышала, что кто-то выехал, и пенсия изменилась в меньшую сторону. В каком случае это может быть? Обычно меняется, если пенсии был применен районный коэффициент. Просто ранее. Да, это, как правило, социальная пенсия, к ним всем применяется районный коэффициент по месту жительства. Социальные пенсии, допустим, там по потере кормильца дети-инвалиды там, или граждане просто инвалиды, у которых еще не достигли пенсионного возраста, например, и они получают пенсию социальную по инвалидности, да, и им при назначении устанавливается районный коэффициент. И когда они выезжают в ту местность, где нет районного коэффициента и ставится там на учет пенсионное дело, то в этом случае, да, там районного коэффициента у них нет, и пенсия уменьшается. Да. А если все-таки, исходя из выработанного стажа, установлено повышение к пенсии, да, тогда оно сохраняется. Потому что не предусмотрено понижение, оно сохраняется. Так, ну, надеюсь, этот вопрос будет интересен и для наших ЦОДов, так как вопрос звучит следующим образом. Буду ли я получать повышенную фиксированную выплату к пенсии за сельский стаж, если перееду жить из села в город? Ну да, дело в том, что вот да, с этого года, с 2019 года, действительно установлено повышение к фиксированной выплате за работу, за выработанный стаж в сельском хозяйстве не менее 30 лет. И условия ее получения вот этой доплаты, они таковы, что гражданин должен быть неработающий и проживать в сельской местности. То есть в случае, если, допустим, выйдет в город, то тогда не будет этой надбавки. Это вот на сегодняшний день так по законодательству. На этот момент у нас пока вопросов нету. Следующую тогда тему можно озвучить. Да. Следующая тема у нас будет значит, подтверждение статуса предпенсионера территориальными органами пенсионного фонда. С 2019 года, с этого года, да, введена новая государственная услуга, введена новая федеральным законом от 3 октября 2018 года номер 350 ФЗ, введена новая государственная услуга, которую оказывает территориальный орган пенсионного фонда. Это подтверждение статуса предпенсионера. С чем вообще это связано? Напрямую связано это с повышением пенсионного возраста и с целью сохранить гражданам право пользоваться льготами, которые были установлены до внесения изменений в пенсионное законодательство. Вот. Значит, какие льготы, в общем, скажу. Значит, для чего нужно подтверждение статуса предпенсионера? Для того, чтобы воспользоваться правом на льготы, на налоговые льготы, это значит, льгота на уплату налога на имущество и на земельный налог, а также для реализации своего права на диспансеризацию и занятости. Что касается налоговых льгот, то здесь определение статуса предпенсионера будет проще, поскольку установлено, что предпенсионером является гражданин, который достиг того пенсионного возраста, который был установлен пенсионным законодательством до внесения изменений о повышении пенсионного возраста, то есть на 31 декабря 2018 года.
до повышения пенсионного возраста. Значит, на 31 декабря 2018 года у нас по северному стажу мужчины имели право выхода на пенсию в 55 лет, женщины в 50 лет. Следовательно, статус предпенсионера для налоговых льгот у них будет устанавливаться по этому возрасту. Что касается льгот по реализации диспансеризации, это имеется в виду, что работодатель может предоставлять 2 дня для прохождения диспансеризации в медицинском учреждении гражданам предпенсионного возраста с сохранением заработной платы. По занятости это выплата пособия по безработице в повышенном размере, а также обучение и переобучение граждан предпенсионного возраста. По центру занятости здесь определение статуса предпенсионера, оно будет немножко по-другому. Оно будет учитывать уже новый пенсионный возраст и будет рассчитываться за 5 лет до достижения возраста, который даст право выхода на пенсию. Сейчас на примерах рассмотрим, будет проще. Да? Вот. Какие критерии у нас отношения граждан, постоянно проживающих в северных регионах, выехавших из районов Крайнего Севера? То есть те граждане, которые постоянно проживают и работают в северных регионах, у них достаточно для подтверждения статуса предпенсионера, достаточно достижения определенного возраста. Это мужчины 55 лет, женщины 50 лет. Граждане, которые выехали за пределы северных регионов, да, у них кроме возраста также должно быть наличие продолжительности стажа в районах Крайнего Севера или в местностях районах Крайнего Севера для получения этой льготы, если они раньше ее не успели здесь уже установить у нас. Вот здесь на таблице указаны примеры определения предпенсионного возраста для мужчин, которые постоянно проживают в северных регионах, в том числе у нас здесь, да, вот. А также для тех, кто уже не проживает в северных регионах, но выработали необходимый северный стаж. Вот. И здесь получается, поскольку повышение пенсионного возраста у нас идет с этого года поэтапно, то и определение статуса предпенсионера тоже у нас происходит поэтапно. В этом году, в 2019 году, граждане предпенсионного возраста из числа мужчин будут граждане, достигшие возраста 51 года. Это мужчины с 64 по 68 год рождения. В следующем году уже будет возраст 52 года, когда они будут являться предпенсионерами для получения льгот. Это граждане с 65 по 68 год рождения. То есть на 5 лет раньше возраста пенсионного. Поскольку в 2019 году по закону возраст пенсионный 56 лет, вычитаем оттуда 5 лет, получаем 51 год, вот это возраст предпенсионера. То есть за 5 лет до предполагаемого возраста выхода на пенсию уже с учетом изменений в законодательстве о повышении пенсионного возраста. И поскольку повышение пенсионного возраста идет поэтапно, то и предпенсионный возраст тоже будет определяться поэтапно. И достигнет общего возраста вот в 2023 году. На следующей таблице у нас указано определение возраста предпенсионера для женщин, у которых не имеют ребенка, либо у которых один ребенок при наличии северного стажа или проживания в северных регионах. Вот. Поскольку в этом году у нас право на пенсию имеют женщины, достигшие возраста 51 год, то, следовательно, граждане, женщины могут обратиться за получением статуса предпенсионера уже по достижению возраста 46 лет, то есть за 5 лет. То есть в этом году это будет женщины с 79 по 73 года рождения. В следующем году с 70-го года рождения будут женщины. То есть в следующем году у женщины право в 52 года, вычитаем оттуда 5 лет, это будет 47. То есть по достижении 47 лет уже можно обращаться за получением статуса предпенсионера и пользоваться льготами. Что касается матерей, у которых двое и более детей, да, у нас в пенсионном законодательстве право выхода на пенсию у них не поменялось. Следовательно, определение статуса предпенсионера тоже будет за 5 лет до выхода на пенсию определяться уже по достижению возраста 45 лет в этом году. Ну и в следующем тоже, в последующем. То есть женщины, у которых двое детей, они будут всегда иметь право на статус предпенсионера в возрасте 45 лет.
Что касается граждан, которые работают с льготными условиями труда, ну, с тяжелыми, с вредными условиями труда, то в этом случае тоже определяться будет право на статус предпенсионера за 5 лет при соблюдении условий по стажу для досрочного назначения пенсии. То есть те граждане, которые на момент обращения за установлением статуса предпенсионера будут работать в льготной должности, которая даст им право на льготную пенсию, то статус будет определен, исходя из этого. Если же они в настоящее время не занимают эту должность, то будет произведен подсчет стажа для определения статуса пенсионера. Также у нас есть граждане, у которых возраст права на пенсию не зависит от возраста, а зависит от выработанного стажа. Это лица из числа граждан педагогических, медицинских работников. Да? Вот. У них, получается, право на статус предпенсионера будет возникать при выработке необходимого стажа. То есть если педагог как только выработал 25 лет стажа, он сразу может обратиться за установлением статуса предпенсионера. На сегодняшний день предоставление сведений о том, гражданин имеет право как предпенсионер на льготы, осуществляется следующими способами. Лично самому гражданину, если он обращается в управление пенсионного фонда по месту жительства, а также предоставляется органам Федеральной налоговой службы, региональным органам исполнительной власти, органам занятости и работодателю при наличии соглашения. То есть на сегодняшний день гражданину, в принципе, не обязательно самому ходить и самому обращаться за получением справки о статусе предпенсионера в управлении пенсионного фонда. Он может обратиться, например, к работодателю своему и сказать, что вот я являюсь предпенсионером, и работодатель может самостоятельно запросить эти сведения с управления пенсионного фонда и получить сведения о том, что у него есть статус предпенсионера или нет. То же самое касается налоговой службы. То есть если гражданин как предпенсионер хочет заявить льготу на налог, то он обращается в налоговую, налоговая сама уточняет эти сведения в пенсионном фонде. То же самое касается органов занятости населения и органов исполнительной власти. В принципе, вот у меня по этой теме все. Если есть вопросы. Да, по статусу предпенсионера могу сказать, что есть смысл обратиться в управление пенсионного фонда в том случае, если, например, статус предпенсионера не подтвердился, допустим, организация запросила сведения, а статус не подтвердился. В этом случае гражданин может, даже нужно обратиться непосредственно в пенсионный фонд. Например, это женщина, у которой 2 детей, да, а у пенсионного фонда нет сведений, что у нее 2 детей, и они не смогли установить и статус предпенсионера по достижении 45 лет. В этом случае она обращается в управление пенсионного фонда, предоставляет свидетельство о рождении детей, запрашивает сведения, в течение 3 дней эти сведения ей предоставят. То же самое касается других категорий граждан. Если они считают, что они выработали необходимый северный стаж или стаж с тяжелыми условиями труда или другой для досрочного назначения пенсии, они также могут обратиться в управление пенсионного фонда с уточнением сведений. Так, у нас получен вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько составляет базовая часть пенсии по России? Средняя полоса, крайний север и приравненная к району крайнего севера. Сейчас, минутку, я, может, не взяла, потому что не задавала эти вопросы. Так, минутку. Так. Значит, скажу, вот у меня сведения есть с собой о том, что размер фиксированной выплаты вот с этого года, после индексации, да, составляет 5334 рубля 20 копеек. Вот. Гражданам, которые выработали необходимый граждане, которые проживают в районах, где установлен районный коэффициент, к ней применяется районный коэффициент. Граждане, которые выработали необходимый северный стаж в местностях, приравненных к крайнему северу, размер вот этот увеличивается на 30%. Граждане, которые проработали в районах крайнего севера, на 50%. Если нужны точные цифры, то я запишу данные и могу потом передать, потому что я не взяла с собой эти сведения. Угу. Может быть, тогда телефон какие-то можно озвучить, по которым они... Да, вы можете либо позвонить в управление, либо можете оставить контактные данные, я могу сама перезвонить. Вот какой вариант подходит? Ну, если, например, в управлении города в Сыктывкаре, то справочный номер телефона 25 05 24. Это похоже
тоже вопрос и звук тыла. Мгм. Видишь, да? Нет Мгм. звука пишут. Мгм. Мгм. Поэтому, наверное, Викторию... У меня есть это общеустановлено 5334/20 Мгм. размер. Спасибо. Ну, либо Мгм. обратиться в свою Да-да-да. районную... Мгм. Мгм. Так. Центры общественного доступа. У вас еще будут вопросы? Ну, у нас тогда последний вопрос, который мы получили заранее. Как оформить получение пенсии при смене места жительства? При смене места жительства. То есть, я так понимаю, человек уже получает пенсию? Наверное. Да. Но если гражданин уже, допустим, получает пенсию, ну, к примеру, здесь у нас в управлении города Сыктывкаре, и переехал на постоянное место жительства, ну, в другой район, то в этом случае ему достаточно обратиться в управление пенсионного фонда, в клиентскую службу по новому месту жительства, оформить заявление о запросе пенсионного дела. На основании этого заявления орган пенсионного фонда самостоятельно запросит пенсионное дело с управления пенсионного фонда, где оно стояло на учете по прежнему месту жительства, и продлит, после поступления данных продлит выплату пенсии уже по новому месту жительства тем способом, который гражданин сам пожелает. Мгм. Так, спасибо. Ну, раз вопросов на сегодня больше нет, спасибо, Людмила Васильевна, за подробный такой рассказ про все вот эти нюансы. Ну, а те, кто присоединился к нам позже, все вопросы, которые прозвучали, вы можете посмотреть, просмотрев еще раз, может быть, эту видеотрансляцию. Ну и вся необходимая информация по изменению пенсионного законодательства вы также можете посмотреть на сайте Пенсионного фонда. Там это все тоже очень подробно разъяснено. Да. Ну, Мы если вы- вообще рекомендуем активно пользоваться электронными сервисами. Дело в том, что пенсионный фонд разработал сайт, ну, на сайте пенсионного фонда очень доступно, изложено очень много информации по всем направлениям, что что касается уже получателей пенсий, что касается будущих получателей пенсии, там вся эта информация имеется. Можно обращение там тоже направить. И для того, чтобы просто смотреть информацию о пенсионном законодательстве, не обязательно быть зарегистрированным на сайте пенсионного фонда, можно в режиме просмотра смотреть. А для того, чтобы подать заявление, там много заявлений, которые можно оформить, да, вот, достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг. И зайти на сайт пенсионного фонда может теми же самыми паролями, которыми вы входите на сайт на портал государственных услуг. Выбрать нужно заявление, подать его. Там есть заявление о назначении пенсии, можно подать, о перерасчете размера пенсии, о доставке пенсии, о компенсации проезда к месту отдыха, по материнскому капиталу, запросить выписку о состоянии лицевого счета, посмотреть свои пенсионные права, если вы как бы еще не получатель пенсии. Если вы получатель пенсии, то когда вы запросите выписку, там уже будут только сведения о тех правах, которые не были учтены при назначении пенсии, то есть уже после выхода на пенсию. Вот. И ряд других вопросов. То есть пользуйтесь сайтом Пенсионного фонда. Если у вас какие-то будут проблемы, то в центрах общественного доступа, я думаю, специалисты с удовольствием помогут всем, у кого это вызывает еще пока некоторые затруднения. Если вопросов нет на сегодня, благодарим Людмилу Васильевну. До скорых встреч. Всего доброго. До свидания. До свидания. Знаешь такой город Сыктывкаре? Ну, конечно, знаю. Как не знаешь? Здесь, да.